Посмотрите на это место. Весь этот элитный комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров оплачиваем мы с вами. Не в том смысле, что это какой-то очередной жулик украл деньги из бюджета и построил себе такие хоромы. Этот комплекс из года в год напрямую оплачивается из бюджета Татарстана. Перед вами гостевой дом управления делами президента. Официальное назначение этого дома непонятно, но если следовать названию, то там останавливаются гости республики. Ну или по крайней мере должны. Вроде каких-нибудь министров или других чиновников, которые приезжают в Казань с визитом. Мы обратились в аппарат президента Татарстана, чтобы нам и другим татарстанцам объяснили, что такое гостевой дом, зачем он нужен и кто там останавливается. Одно понятно точно, на этот гигантский дворец тратят очень и очень много денег. В 2020 году на содержание дома выделили 45 миллионов рублей, а в следующем году потратят еще больше, 46 миллионов. И мы даже не сомневаемся, что из года в год сумма будет расти. Немножко смазать надо, немножко денег дать. Большая часть денег тратится на то, чтобы вокруг все было красиво и ухожено, а внутри тепло и уютно. Так благоустройство территории обходится бюджета в 3 миллиона рублей. Зимой нужно убирать снег, а это еще 3 миллиона. Плюс еще всякие мелкие работы, чтобы все выглядело аккуратно. Охраняет гостевой дом Минниханова несколько постов Росгвардии. На их работу из бюджета тратят 6 миллионов рублей. Итого за последние 12 месяцев на дом для гостей потратили чуть больше 34 миллионов рублей только на торгах. Но это чересчур, это стоит денег. Хотя честность этих закупок под вопросом. В 2019 году мы рассказывали, что благоустройством дома занималась фирма ПСК «Гранит», которая конкурировала на торгах с подставной фирмой «Геострой». Владельцы обеих компаний – партнеры. Когда-то они были учредителями одной фирмы. Мы это заметили и написали в УФАС. Но ведомство ответило, что, мол, никаких нарушений нет. Сейчас гостевой дом обустраивают давние приятели президента. Конкурсы по благоустройству выигрывает фирма «Новый дом», чьи учредители связаны с семьей Джаудата Минахметова. А они, как известно, хорошие знакомые Рустама Минниханова. Приезжающие в Казань чиновники наверняка знают, какая роскошь их ждет на Оренбургском тракте. Огромный дом, баня, бассейн, вертолетная площадка, кругом ели, а рядом только самые надежные соседи. С одной стороны Шаймиевы, а с другой – Мечены. Гости республики наверняка бы и не подумали переночевать 1-2 ночи в отеле, когда есть такое место. Но мы, как жители Татарстана, считаем, что именно так они и должны делать. Зачем обеспечивать такой курорт чиновникам? У жены Минниханова 5-звездочный Лучано. Почему бы чиновникам не отправить сюда? Сервис в этом комплексе наверняка не хуже. Это стандартная практика, когда даже главы государств остаются в отелях. Этот гостевой дом вообще нужно продать. Тем более одна только земля стоит там 1,2 миллиарда рублей, а вместе с недвижимостью почти 2 миллиарда. Это колоссальные деньги, которые сейчас используются просто для комфорта наших чиновников. Но даже гостевой дом не такой прожорливый по сравнению с загородным комплексом Боровое-Матюшино. Зачем он нужен, тоже непонятно. В официальных документах его называют одним длинным предложением. Государственное бюджетное учреждение, загородный комплекс Боровое-Матюшино, управление делами президента Республики Татарстан. Среди видов деятельности указано только управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. В общем, все по-чиновничьи непонятно и туманно. Но все это тоже стоит безумных денег. На содержание еще одной президентской недвижимости в следующем году потратят почти 94,5 миллиона рублей. И стоимость эта не прекращает расти. Например, в 2019 году обслуживание стоило 84 миллиона, а в 2020 – 93. Огромный скачок на 10 миллионов. И даже сейчас, когда в республике приняли дефицитный бюджет, никого во власти не смутило потратить на дома еще больше денег. Загородный комплекс состоит из двух частей. Первый дом находится в Боровом-Матюшино, буквально в нескольких метрах от величественной резиденции Минниханова. Это 4-этажное жилое здание площадью более 4000 квадратных метров, которое спрятано за соснами и елями. Помимо высоких деревьев, видимо, чтобы было совсем-совсем секретность, здание застеклили темными окнами. Площадь земли вокруг дома 6 гектар. Ее кадастровая стоимость 44 миллиона, а сам дом оценен в 25 миллионов. От главного здания вымощена дорожка, которая ведет, вероятно, к банному комплексу с бассейном, а рядом еще и пирс. Если вдруг Минниханов решит поплавать в бассейне с прекрасными видами, то он наверняка пойдет именно сюда. Тем более от его резиденции тут как раз есть проход. Ну и, конечно, соседи. Рядом живет не только Минниханов. Буквально в нескольких метрах от дома участок в площадью 5 гектар принадлежит Тимуру Медшину, сыну мэра Казани. Другой участок, точно такой же площади, записан на некую Хуснуддинову Алсу Маратовну. Это дочь депутата Госсовета Марата Ахметова. Ну то есть золотое правило, что чиновники всегда селятся друг с другом рядом, в очередной раз работает безотказно. Солидная компания. Из Борового-Матюшина мы перемещаемся в Камское устье. Здесь у управления делами президента аж несколько домов.
Первый расположен по традиции на берегу Волги и занимает чуть больше 3,5 гектар земли. Размер главного дома 1000 квадратных метров. Рядом дом охраны почти в 200 квадратов, а также баня и банно-оздоровительный комплекс общей площадью почти 190 квадратов. Чуть дальше в глубине леса находится второй дом. Тут у президента огромный участок в 55 тысяч квадратных метров, большая часть которого это просто лес, а также вертолетная площадка. В остальном место мало отличается от предыдущего. Есть гостевой дом в 420 квадратов, пост охраны, большая баня и главный дом. Ну и про обслуживание тоже не будем забывать. Охрана Росгвардии этих двух комплексов ежегодно обходится в 30 миллионов рублей, а озеленение территории еще 9 миллионов. Причем этим продолжают заниматься все те же фирмы, на которых мы жаловались в УФАС. Татэнергосбыт поставляет туда электроэнергию за 15 миллионов в год, а Газпром – газ, получает за это из бюджета 7 миллионов. И это только крупные расходы, есть и мелкие, вроде обслуживания береговых конструкций или кондиционеров. Проблема в том, что все эти прекрасные и почти нетронутые места с огромным количеством деревьев вокруг, все эти огромные дома, бани, оздоровительные комплексы содержат за нас счет. Хотя мы прекрасно знаем, у Минниханова проблем с жильем нет. А гостевые дома? Понятно, что для высших лиц, но почему не отели? Например, Барак Обама во время визита в Москву в 2009 году останавливался в Ritz. Это стандартная практика для президентов. Дональд Трамп тоже ночевал в отелях. Да, меры безопасности колоссальные, вплоть до того, что могут выкупить целые этажи, а окна покрыть специальным защитным стеклом. Это практика, которую стоит принять, а не оправдываться словами «ну, это же статус», как часто говорят наши местные пропагандисты. Статус государства определяется благосостоянием его жителей, а не показушным гостеприимством. На бюджетные деньги нужно в первую очередь обеспечивать комфортную жизнь граждан, а не угодничать перед чиновниками. Тем более к нам в Татарстан редко приезжают главы государств, но если вдруг такое случится и они решат остаться на день или на два, то выкупить им этаж в отеле и обеспечить охраной будет дешевле, чем содержать целый год резиденцию. Чиновники же рангом пониже вполне могут жить и в обычных номерах, для этого не нужно строить специальные роскошные дома. Думаю, я выскажу мысль многих. Мы не хотим тратить бюджетные деньги на эти резиденции. В год на гостевой дом, дом в Боровом-Матюшино и Камском Устье республика в общей сложности тратит 140,5 миллионов рублей. И суммы эти растут из года в год. Хотя на другие, на действительно важные вещи власти уменьшают расходы. Все эти дома республика должна распродать. Общая стоимость имущества составляет более 2,5 миллиардов рублей, не считая более сотни миллионов, которые Татарстан ежегодно тратит на обслуживание госдач. Огромные деньги, которые, как может показаться, на свой престиж способны тратить только богатый регион, в котором другие проблемы уже решены. Но когда дело доходит до решения проблем граждан, то выясняется, что денег нет. Денег всегда у всех не хватает. Особо цинично эти слова звучат, когда чиновники не могут найти деньги на лечение детей с редкими заболеваниями. Лечение, от которого зависит жизнь человека. На 2018 год в Татарстане было 270 детей с редкими заболеваниями, спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом и другими. Лечение этих заболеваний непосильно дорого для обычной семьи и должно обеспечиваться за счет бюджета. Но у властей Татарстана на это якобы нет денег. Родителям, чтобы выбить жизненно необходимое лечение для своего ребенка, приходится подавать в суд на республиканский Минздрав. Начало лечения затягивается, что снижает его эффективность и может привести к смерти. Но даже по решению суда республиканские чиновники не спешат обеспечивать пациентов нужным лечением. Мы запустили петицию на сайте Change.org с простыми требованиями. Продать госдачи, а вырученные с продажи и сэкономленные содержание деньги потратить на лечение детей с редкими заболеваниями. Если вы тоже считаете, что дети важнее, чем государственные дачи, то подпишите петицию и обязательно поделитесь ей со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.